приветствую, с вами дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 марта. Это у нас будет с вами среда. Смотрим мы на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака, начиная от Овнов до Рыбок в одном видео. 12 марта. Среда, события дня. Покажите мне. Ой. Так, какие события будут у Овнов 12 марта в среду? Какие события? Ключик, первое событие вижу. У вас много событий выпали по диагонали. А по диагонали соединять нельзя. Сердце, второе событие. Так, ну и, конечно же, смотрим горизонтали, вертикали. Сразу же вижу расческу по горизонтали. Здесь не вижу, нет. Нет. И здесь тоже нет. Я нашла только 3 события для вас на среду. Первое, ключ показывает, что в этот день все в ваших руках. Вот как вы захотите, так и будет. Все будет зависеть от вас, от ваших желаний. И также еще ключ показывает, что перед вами, в принципе, будут открыты все двери. Поэтому тут никаких преград нет. Общение с друзьями может быть. И может быть еще неприятность. Карты вас предупреждают о неприятности. Опять же, не забываем, что пасьянсы, они отличаются тем, что иногда показывают то, что мы видим, а не то, что с нами происходит. Поэтому это может происходить на ваших глазах. Неприятность. Ну, в принципе, имея ключ, даже если это произойдет и с вами, вы можете найти выход из любой ситуации. Так что за вас можно не переживать в среду. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я к тельцам. Сейчас я соберу, чтобы не повторялись. Угу. И смотрим, что будет у тельцов в среду. «12 марта. Тельцы, среда». Так, поехали, смотрим. Сразу же замочек, первое, что я вижу. Первое событие — замок. Маска. Месяц. Машина. Ключик нельзя. Угу. И подкова есть еще. Проверяем с вами горизонталь, вертикаль. Начало горизонтали. Нет. Вертикали, расческа нельзя. Здесь нет. Не вижу и не вижу совпадений. Получается, первое событие — замок. Показывает, что откроются какие-то тайны, секреты в этот день. Что-то, что от вас было скрыто, выйдет наружу. Обман. Ну и тут же обман, видите, рядом выпадает. Что вот если кто-то вас обманывал, надевал на себя маски, прикидывался, то здесь однозначно этот обман откроется. Дальше месяц. Месяц показывает событие, которое имеет цикл и постоянно повторяется с вами.
удача, везение, и также еще будет какая-то поездка в этот день. Вот такие события для вас. Так что готовьтесь к тому, что откроется какой-то обман, скорее всего, в среду. Благодарю за внимание, Тельцы. Перехожу к Близнецам. Близнецы, 12 марта. События дня. 12 марта. События дня. Корабль, первое событие. Угу. Цепочка еще есть. Цепь. Молния. Ключ. Машину нельзя. Солнце. Расческа, к сожалению, негативное событие. Так, сейчас я смотрю здесь. Угу. Вижу еще тайную встречу. И вот есть хорошее событие, шарики. Значит, рассказываю, что я понаходила здесь у вас. Ожидание точно будет в среду. Долгое, нудное ожидание. Нерешенный вопрос. Ключ. Все в ваших руках. Радость. Хорошие новости. Получение какой-то информации. Тайная встреча и неприятность. Но опять же, имея ключик рядом с неприятностью, ключ может показывать, что в ваших силах ее избежать или решить эту ситуацию, если она уже возникнет. Поэтому сильно не расстраивайтесь. Ну, вот такой вот день. Есть и хорошие события, но есть и предупреждения для вас. Такие как неприятность, нерешенный вопрос и ожидание. Это минусы. Благодарю за внимание, Близнецы. Я перехожу к ракам. Так, раки. Смотрим, 12 марта. События дня раки. 12 марта. Угу. Первое событие — колодец. Неприятное событие, к сожалению. Угу. Второе тоже 2 меча. Корону нельзя. Так, здесь не вижу. Угу. Гости, чашка чая. Угу.
Еще и маска. Слушайте, у вас одни предупреждения в этот день. Так, ну здесь не вижу. Получается 4 события. Первое показывает, что будет сильное разочарование, глубокая печаль, ну, сильные переживания будут в этот день. Конфликт может быть. Два меча, два разных мнения, выяснение отношений и обман. То есть вот это, ну, эти 3 события можно прочитать как одно, что откроется обман, вы узнаете про какую-то неправду, из этого будет конфликт, ну, из этого будет, понятное дело, разочарование. И из хорошего выпала чашка чая, это гости. Может быть, придете в гости или к вам придут гости. Может быть, это все будет происходить за чашкой чая. Так тоже может проиграться. Ну, в общем, для вас предупреждение. Готовьтесь к тому, что в среду вы можете быть расстроены каким-то обманом и конфликтом. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Так. Смотрим. Львы. 12 марта. 12 марта. Львы. События дня. Книга. Первое событие. Казенный дом называется в этой колоде. Чашечку нельзя. Весы. Бокал. Солнце нельзя. Череп. Будильник. По вертикали есть совпадение. И цыпленка нельзя соединить. Значит, смотрите. У вас выпадает посещение госучреждения, казенный дом в этот день. Ну, либо какой-то контакт будет с госучреждением, может быть, там с сотрудниками этого госучреждения. Так тоже может проигрываться. Как вариант, это может быть больница, потому что выпал череп. Это может быть больница, например, врач, здоровье и так далее. Дальше застолье может быть, бокал. Выбор сложный. Весы. 2 варианта, между ними будете выбирать. И будильник, предупреждение о том, что в этот день вы можете не успевать куда-то. Может быть какая-то проблема со временем. Так что правильно рассчитывайте время в этот день. То есть для вас предупреждение: будильник, здоровье и сложный выбор. 3 события. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Смотрим. Девы. 12 марта. марта, среда, события дня, девы. Солнце. Первое событие. Очень хорошее. Кровать. Второе событие. Бабочка. Третье. Колодец. Замок. Цыпленок.
конверт. У вас прям события, как из рога изобилия, сыпятся. Угу. Мешок с деньгами. Ножницы нельзя было соединить. Цветочек нельзя. Сердце можно. Также есть еще, смотрите, колокольчик по горизонтали. Расческу нельзя. Цветок можно, розу. Так, у меня тут уже сердечки заканчиваются. И здесь нет. Получается 2, 4, 6, 8, 10, 11 событий выпали на среду, Дева. Значит, смотрите, что повыпадало. Приятная встреча, может быть, в среду. Хорошее настроение, радость, интимная связь. То есть вполне возможно это одно событие. Свидание, интимная связь, радость. Может открыться какая-то тайна в этот день. Вы что-то узнаете, что до этого не знали. От вас это было спрятано, скрыто. Разочарование может быть. Получение новостей, информации, деловой разговор. Контакт с детьми. Семейная жизнь, цыплята. Ну, обычно это дети. Дальше пустые разговоры, болтовня, общение с друзьями. И какие-то события, связанные с деньгами, еще тоже могут быть в этот день. Чаще всего мешочек – это расходы, оплата, там, покупки и так далее. То есть это больше минус, чем плюс по финансам. В общем, в принципе, много классных, хороших событий. Предупреждение здесь получается открытие тайны. Она не всегда может быть приятной, хотя иногда и бывает что-то интересное. Ну и вот разочарование. Я думаю, что вот эти события не будут связаны. Так что такая информация для вас. Но при таком количестве событий я вам скажу, что это еще такой очень даже хороший вариант. Благодарю за внимание и переходим дальше к весам. Сейчас будем смотреть, что у весов. Только надо теперь так собрать, чтобы они не повторялись. Угу. Все. Смотрим. Весы. 12 марта, среда. Весы, события дня. Покажите, что будет у весов. Корона. Первое событие. Угу. Чашка чая есть еще. Домик. Бабочка. Конвертик нельзя. Здесь не вижу, нет, нет, нет. Не вижу и не вижу. Получается у вас первое событие корона. Это встреча, контакт, общение с каким-то, ну, может быть, там важный, влиятельный человек, имеющий какой-то статус, положение в обществе. Дальше гости. Может быть, в гости к вам придет, не знаю. Дальше бабочка. Деловой разговор. Вот, возможно, с ним будет разговор. И домик, события в семье, в доме. События, может быть, с гостями. Так что у вас в этот день какой-то разговор с важным человеком и, может быть, события с гостями. В принципе, все события у вас хорошие. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам.
Смотрим. 12 марта. Скорпионы. Среда. Покажите мне, как среда пройдет у скорпиончиков. Какие события будут. Скорпионы. Сразу же сундук выпал. Хорошее событие. Месяц, возможно, связанные. Прибыль каждый месяц. Замок. Чемодан. Друг. Сердце. Также вижу еще кровать, бокал, смотрим, значит, здесь нет, и здесь тоже не вижу. Получается, у вас в этот день будут финансовые поступления, прибыль будет, события, которые имеют цикл, постоянно повторяются. Возможно, это вот как раз связано с прибылью. Может быть, там каждый месяц 12 числа вам идут какие-то финансовые поступления. Дальше может быть застолье, интимная связь, общение с друзьями, открытие секретов, тайн. Ну, опять же, да, может быть, там за болтовней, застолье. Открываются какие-то секреты, что-то вам там разболтают. И чемодан, временная разлука, расставание с кем-то. Ну, опять же, например, с друзьями. Встретились, пообщались, расстались. Может быть, таким образом проиграется. Так что вот такой вот день. В принципе, все события хорошие. Вопрос только, что за тайны откроются. Что это будет за информация. Вообще, я смотрю, что у нас 12 число, это прям день открытия тайн будет. Благодарю за внимание, скорпионы, и перехожу к стрельцам. — 12 марта, стрельцы. Стрельцы, события дня. Первое событие — цветок. Книга. Сердце. Череп. Книга и череп, может быть, вместе. Яблоко. Победа. Флаг. Ключик. Здесь еще были ножницы. Сразу не увидела.
Ножницы, ножницы. Здесь нет, и здесь нет. Получается, у вас, стрельцы, значит, в этот день может быть исполнение желания, решение какого-то вопроса, посещение госучреждения. И, кстати, там может решиться вопрос. Книга и ножницы так проигрываются. Общение с друзьями, слезы. Тут, скорее всего, что слезы будут связаны именно с вот этим общением. Но это могут быть и слезы радости. Дальше ключ. Перед вами открываются все двери в этот день. Этот день, кстати, может быть очень важен для вас. Вас ждет какая-то важная победа. Рядом победа выпадает. И тема здоровья. Болезнь выпала. Возможно, будет ухудшение самочувствия, там головные боли, не знаю, любая какая-то боль или проблема со здоровьем может на нее указывать череп. Опять же, казенный дом — это может быть здоровье. Больница, болезнь, больница и, например, там победа над какой-то болезнью, можно так прочитать. Может быть, даже слезы показывают, что болезненная будет какая-то процедура, как вариант. Ну, в общем, сложно сказать, будут ли они связаны друг с другом, но как вариант могут быть, поэтому имейте это в виду. Так что вот такой вот день. Но зато у вас много классных событий, таких как победа, ключ, цветок, исполнение желания, решение вопроса. Поэтому не нужно зацикливаться только на болезни. Так, хорошо. Стрельцы, смотрим дальше. Козерожек. «12 марта». Козероги, события дня. Козерожки, среда. Чемодан, первое событие. Ага, есть еще бабочка. Бабочка либо чемодан. Подкова. Будильник. Свиток нельзя. Домик. Шарики. Книга и вино. Ага, и еще и рыба. Тут прям целая куча событий. Книга, венок и рыба. Сундук также есть, хорошее событие. Здесь не вижу. Значит, смотрите, у вас в этот день вас ждет удача, подкова выпала, вам будет вести. Возможно, могут быть какие-то проблемки со временем, например, где-то можете там не успевать, спешить, поэтому правильно рассчитывайте время, будильник. Прибыль будет, деловой разговор, посещение какого-то госучреждения, хорошие позитивные новости, успех в делах, события дома в семье. И единственный минус, ну, два, да, минуса, это скользкое дело, рыба, и вот эта вот проблема со временем. Так что здесь два предупреждения также есть. Будьте осторожны. Вас могут по рыбе заманивать в какую-то хитрую игру, так что будьте начеку. Не станьте чьей-то жертвой. Благодарю за внимание. Козерожки, перехожу к водолеям.
Смотрим Водолеи. 12 марта, среда, события дня Водолея. 12 марта, Водолеи. Покажите мне, как у них пройдет день. Водолеи. Цыпленок. Цепь. Сердце нельзя. А это сердце можно. Метла также выпадает еще у вас. Свиток есть по горизонтали. Книга по вертикали. Ну, здесь не вижу. Получается, у вас в этот день будет нерешенный вопрос. Какой-то вопрос не решится. И ножницы, видите, выпали по периметру. Ну, скоро решится, но не в среду. В среду, скорее всего, что этот вопрос не решится. Может быть, даже небольшая ссора с кем-то в этот день. Общение с друзьями, общение с детьми, деловая встреча и посещение госучреждения, казенный дом. Видите, казенный дом, встреча в казенном доме. Ну, похоже, что вопрос там не решается. Может быть, из-за этого даже и ссора. Вот такая вот информация для вас, Водолеи, на среду. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Смотрим рыбы. 12 марта, рыбки. Именинники наши рыбки. Что у них будет, как пройдет день, покажите. 12 марта. Так, смотрим. У вас первое событие — лавровый венок. Прекрасное событие. Второе событие — цветочек. Также есть еще месяц. Здесь нет и здесь не вижу. Нашла всего 3 события для вас. Первое — это успех в делах. В работе, в делах, может быть, у вас в среду. Может быть исполнение желания какого-то. И также месяц показывает, что будет событие, которое имеет цикличность, оно постоянно происходит. Это может быть там раз в неделю, раз в квартал, раз в месяц. Ну, цикл. Я думаю, что вы поймете, что это за событие. Оно имеет какой-то цикл. Так что у вас все события, в принципе, хорошие выпали, плохих нет. Исполнение желания, цикл и успех в делах. Так что вот такой замечательный день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.